Чувашский театр кукол решил привлечь в свой зал взрослого зрителя. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» там поставили трагедию по одноименной шекспировской пьесе «Король Лир». Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев. Задача была непростая. Всего за час рассказать об извечной проблеме отцов и детей с помощью кукол. Что из этого вышло в материале Екатерины Храмкиной. Иди, скажи герцогине, что приехал ее отец, король Лир. О, есть! «Король Лир» совсем не детская история о том, как престарелый король собственными руками разрушил не только королевство, но и свою семью. Однако осознание всего этого пришло к нему слишком поздно, когда уже ничего нельзя было исправить. Премьера «Король Лир» в театре кукол – это тот редкий случай, когда кукловоды не только дергают за ниточки и играют голосом, но и сами являются действующими лицами и очень глубоко проживают свои образы на сцене. Наш Лир-король заплачет позже. Зачем я отдал детям вожжи? Надо отметить, что различные театры кукол мира обращались к этой шекспировской пьесе уже много раз. В Чувашии же интерес к ней возник своеобразным образом. Нашему художественному руководителю в этом году исполнилось 50 лет, и он мечтал всю жизнь сыграть короля Лира. Вот, знаете, я считаю, что вот за заслуги, да, перед руководителем такого уровня, и он единственный режиссер-постановщик именно кукольного жанра, это вот самый большой комплимент, чтобы дать ему сделать то, что он мечтал всю жизнь сделать. Мечта сбылась с успехом. Юрий Филиппов очень органично вписался в роль короля. Да и вся труппа театра подметила, что с выбором репертуара попали в точку. Все-таки проблема отцов и детей во все времена была и будет актуальна. Отрекаюсь отныне от близости, отеческих забот, от кровного родства с тобою. Ты мне навек чужая! Там через игру, через детство возникают такие зародыши, которые мы даже не понимаем, что они приведут к катастрофе. А они привели. И уже потом поздно что-то сделать. Как говорят в народе, поезд ушел уже. И это обидно. И поэтому через этот спектакль нам хочется сказать: люди, очнитесь сейчас. Посмотрите родным, близким, друзьям в глаза. Будьте поближе. Спектакль, кстати, можно будет посетить по пушкинской карте. «Король Лир» рассчитан на зрительскую аудиторию 16+. Старшеклассники и студенты воспримут его на ура, уверены в театре. Во всяком случае, первые отзывы о постановке можно назвать восторженными. Я обожаю наших кукольных актеров, я их просто очень люблю. Но здесь они, мне кажется, вообще превзошли сами себя. Ну и вот эти вот игрушки, они невероятно красивые, даже сами по себе. Вот ты смотришь на них, эти все деревянные, какие-то старые, полюбленные. И в них столько души в самих по себе, что это просто чудо, это волшебство. Стоит отметить, над созданием кукол для постановки изрядно потрудился приглашенный из Петербурга художник Юрий Сучков. Эффектно смотрелась и работа сценографа, тоже из северной столицы, лауреата театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Эмиля Капелюша. Кстати, 25 июня «Король Лир» в Чебоксарах откроет 4-й международный фестиваль «Карусель сказок» и 8-й международный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть не обязательно». Екатерина Храмкина, Марина Корягина, Святослав Петров, Вести, Чувашия.